Ровно 30 лет прошло, как независимый Кыргызстан принял первый высший закон – Конституцию. Как раз таки этот документ закрепил все основополагающие принципы свободного независимого государства. Мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. 5 мая 1993 года в истории независимого Кыргызстана свершилось важное событие. В этот день на 12-й сессии Верховный Совет Республики принял первую редакцию Конституции. Тогда ключевыми вопросами были, как обеспечить независимость государства и как самостоятельно развивать социально-экономическую сферу страны. Отталкиваясь от этого, легендарный парламент принял Конституцию, которая обеспечила гарант и стабильность в стране. Как вести внешнюю политику, как вести внутреннюю политику, как повысить эффективность, национальной экономики. Вот эти вопросы были основные такие моменты. Притом при формировании там особенность была такая, основной упор сделана была на парламентской республике. Поэтому первая конституция, она была в каком-то аспекте парламентской. Он контролировал деятельность как президента, так и, правительства и всех органов, государственных органов, которые работают с населением. Вчера 30-ю годовщину Конституции отметили в Национальной филармонии с участием первых лиц государства. Выступая с речью, президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев со знаменательным днем. Он пожелал, чтобы наша Конституция оставалась гарантией развития страны и была устойчивой, знаменуя право решать свою судьбу самим. Конституциянын өбөлгө болчу потенциалы жогору. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн алдында турган негизги милдеттер. Сегодня основной задачей, стоящей перед нашей страной, является последовательное укрепление общепризнанных демократических убеждений, гарантий права и свобод человека и гражданина. Каждый гражданин Кыргызской республики должен хорошо знать дух и значение нашей Конституции. Только уважая основной закон, соблюдая его правила, понимая его ценность и суть, мы будем чтить нашу страну, нашу родину, ценности кыргызского народа, и только тогда мы сможем добиться развития государства, единства общества, мира и спокойствия. Пусть наша Конституция, принятая с целью обеспечения верховенства права, справедливости и равенства, будет устойчивой, знаменуя наше право решать свою судьбу. Еще раз поздравляю всех кыргызстанцев с 30-летием нашей Конституции. Гостям мероприятия был показан фильм, посвященный истории конституционного развития Кыргызстана. Также была представлена культурная программа в музыкальном сопровождении симфонического оркестра. В целом, в честь юбилея главного документа страны в столице прошли различные праздничные мероприятия. В рамках празднования Конституционный суд подготовил мероприятие «Правовое поле» и установил доски, где желающие смогли проконсультироваться у 34 специалистов. Большая часть вопросов граждан была связана с Уголовно-процессуальным кодексом. Основной закон, придавший Кыргызстану статус независимой республики, был принят и утвержден не сразу. Так, самую первую конституцию кыргызский народ принял еще будучи Киргизской автономной республикой в 1929 году в составе Советского Союза. В документе указывалось на наличие гражданства республики и определение прав и обязанностей граждан. Спустя 64 года после развала Советского Союза наша республика приняла высший документ уже как независимая страна. Автономиялы советтик социалистик республика түзүлөт. Мына ушул абдан. Создание Кыргызской автономной советской республики стало важным событием для кыргызского народа, потому что мы, находясь в составе Советского Союза, создали собственную структуру. Затем наши лидеры принялись за принятие первой конституции. Для этого была создана специальная комиссия. В ее состав вошел и мой отец Төрөкул Айтматов. Затем в 1937 году мы приняли вторую
вторую, а в 1978 году – третью. Благодаря государственным деятелям того времени кыргызский народ постепенно улучшал свой основной закон. В своем выступлении глава государства остановился и на исторических этапах конституционного развития страны. Он отметил видных государственных деятелей Кыргызстана, сыгравших значительную роль в становлении конституционного государства. За 30 лет главный документ менялся много раз. Для того, чтобы документ был актуальным, вносились правки и изменения. Последнее изменение Конституции произошло 2 года назад. Глава государства подчеркнул, что потенциал Конституции будет открываться по мере создания необходимых социально-экономических, общественно-политических и иных условий. Кыргыз элинин өз тагдырын өзү аныктоо жана республиканы түзүү маселеси ачык бойдон калган. Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков. В начале 1926 года в результате мудрой деятельности таких видных личностей, как Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Президиум Центрального исполнительного комитета РСФСР вынесло решение о переименовании Кыргызской автономной области в Кыргызскую автономную республику. После этого сформирована комиссия по созданию Конституции новой республики, которая была принята 30 апреля 1926 года в Всекыргызском съезде Советов. Принятие Конституции обозначало право народа самостоятельно определять свою судьбу и возможность реализовать мечты о суверенном государстве. Кыргызская АССР получила все политические права, присущие конституционному государству, которые отражали ее национальные, экономические, социальные особенности. За 30 лет главный документ менялся много раз. Для того, чтобы документ был актуальным, вносились правки и изменения. Последнее изменение Конституции произошло 2 года назад. Глава государства подчеркнул, что потенциал Конституции будет открываться по мере создания необходимых социально-экономических, общественно-политических и иных условий. Ар бир мамлекеттин конституциясынын мазмуну убакыттын талабына ылайык өркүндөтүлүп жана жаңыланып турат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. В этом основополагающем документе определены правовые, общественно-политические и социально-экономические предпосылки создания новой кыргызской государственности. Творческий потенциал Конституции не ограничен. Он будет открываться по мере создания необходимых социальных, экономических, общественно-политических и иных условий. Поэтому в ходе конституционных реформ за годы независимости в Конституцию неоднократно вносились дополнительные правовые механизмы и нормы, отражающие новые реалии. В действующей Конституции в основном были заложены нормы для улучшения социально-экономического положения Кыргызстана. Она нацелена на организацию эффективного государственного управления. В целом в ней было внедрено много новшеств. По словам экспертов, на сегодня определен вектор развития, по которому народ Кыргызстана может видеть, в каком направлении движется государство. Возникают новые потребности в соответствии с возникающими новыми потребностями. Вот нынешняя Конституция больше ориентирована, так скажем, ориентирована на президентскую форму управления. Ну, есть, конечно, достаточный объем полномочий и функций у парламента, у других ветвей власти. Но на президента возложили, значит, больше и обязанностей, но дали и больше и прав. Кыргыз Республикасынын конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн, коопсуздугун сактоого ант беремин. Президент, глава Кабинета министров и его члены, а также народные избранники дают присягу народу, положив руку на основной закон страны – Конституцию. В этот ответственный момент многие депутаты испытали не только волнение, но и большую ответственность. Мен Сатыбалдиев Эльмурдар Акиевич, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, кыргыз кечиресиңер. Мен Кенжебаев Аманкан Батырбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын кечиресиң. Жогорку. Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, мен Талайбек кызы Жылдыз. Волновался. Это было, с одной стороны, такой
и гордость, и приятные ощущения какие-то были. И удостоиться тому, чтобы держать основной закон и провести присягу перед всей нацией, перед государством, перед нашими гражданами. Это, конечно, это такой волнующий момент в моей жизни был. Я помню, я горжусь этим. 5 жыл уақыт бойы берілген мандат, бұл елдің берген мандаты мамлекеттен. Выданный нам мандат – это не только ответственность, но и будущее Кыргызстана. За те 5 лет депутатского срока, если я напишу законопроекты, которые будут работать во вред интересам государства или же наоборот позволят вынести на новый уровень развития страны, это будет на моей совести и на страницах истории. Очень ответственно. Я на любые моменты отношусь очень внимательно отношусь, поэтому было чувство, как вам сказать, это словами не передать. Большая ответственность, конечно, большая ответственность. На сегодня Конституция является основой единства народа, независимости и государственной целостности нашей страны, формирования демократических, политических, правовых, экономических и идеологических основ современного Кыргызстана. Как отметил президент, сегодня основными задачами, стоящими перед нашей страной, являются последовательное укрепление общепризнанных демократических принципов, усиление гарантий прав и свобод человека и гражданина. Ахмур Нурдинова, Жакшылык Исаков, ЛТР. Итоги недели.